Всем бай-балалай! Наступил вечер, мы только что закончили снимать новое видео, которое вы скоро увидите. Но перед тем, как вы его посмотрите, мы хотим ответить на вопрос, который вы нам чаще всего задаете. Почему не так часто выходят видео? Отвечаем максимально честно. Чтобы выпуск вышел, в каждом должна быть реклама. Просто для того, чтобы у нас были деньги на дальнейшее существование. Но нас всего двое, как вы знаете. Снимать, монтировать, еще и искать рекламу — это очень сложно. А после 24 февраля почти невозможно. И мы устали зависеть от рекламодателей. Мы хотим зависеть только от вас. Поэтому мы создали профиль на российской платформе для донатов Boosty, где каждый из вас может оформить подписку всего за 299 рублей, а эти деньги помогут нам снимать видео дальше без ограничений. Если у нас наберется достаточно много платных подписчиков, то они смогут получить уникальные видео, принимать участие в создании нашего контента, а возможно в будущем и стать частью нашей команды. Мы очень надеемся на вашу поддержку. Ссылка на наш Boosty в описании. Бро, смешно. Читай все самое интересное о Якутии на News Якутска. Очень яркий парень Павел Дедищев. Паша Дедищев! Павел Дедищев! 13 июля большой стендап-концерт в рестобаре «Крыша». Специальный гость, резидент стендап на ТНТ Павел Дедищев. Билеты покупайте онлайн, ссылка в описании. Всем привет, меня зовут Инесса, мне уже 17 лет. Всем привет, меня зовут Саша. Всем привет, меня зовут Алена. Меня зовут Лёва, мне 17 лет. Меня зовут Юля, я выпускница 26-й школы. Меня зовут Зекин Артем. Меня зовут Артем Амосов. Поступаю на медицинский, направление не скажу, а то сглажу. Куда поступаю, тоже не скажу, а то сглажу. Куда поступать? Ну, не знаю, Владивосток, Новосибирск. Я планирую поступать, надеюсь, в Питер, либо в Москву, либо в Екатеринбург. Еще все непонятно. Планирую поступать в ДФУ. Планирую поступать в Москву на юрфак. Хочу поступать на прикладную математику. Буду поступать куда-нибудь в Москву, думаю. Ну, на юриста, в общем. Ты поступаешь куда хочешь или куда хотят твои родители? Куда хочу, точно, потому что вообще у нас в семье нету медиков, и меня, наоборот, отговаривали от того, чтобы я на медицинский поступала. Одна только бабушка была за. К 11 классу все уже свыклись с этим, смирились, ну вот. Ну, я буду поступать куда я хочу, потому что, ну, мне родители, они, ну, не сильно шарят, короче. Наверное, как я хочу сама. Но родители тоже, в принципе, за, так что все окей. Куда я хочу? Куда хочу. Потому что родители говорили, то, что главное учиться, работать в той сфере, которая тебе больше нравится. Я поступаю, наверное, куда сам хочу. Родители доверяют мне в выборе. У меня, конечно, есть вес слова родителей. Я к ним прислушался, и мне тоже понравилось это дело, куда я хочу поступить. Вы сильно напились на выпускном? Нет, я не пил, я ЗОЖ. Ну, чуть-чуть совсем. Не очень. Не, обычно. Обычно? Вообще нет. Не, на выпускном мы все не пили. Были, конечно, столы, которые, пили, но у нас был стол хороших. Ну, у вас там вообще много было. Я чуть-чуть выпил. 3 или 4 бокала выпил. Это немножко? Ну, наверное. Ладно. Жестко ли я напилась на выпускном? Нет! Я была спасателем. Все прошло прилично для меня. Я молодец. Ну, вроде бы никто не умер, но шансы были, реально были. А родители же это увидят. Мама, я, если что, зожник. Я тоже. Нужно ли ЕГЭ или лучше его отменить? Мне кажется, что ЕГЭ все-таки нужно, потому что, ЕГЭ — это как бы определитель твоих знаний, на базе которых ты можешь поступить в учебное учреждение. Ну да. ЕГЭ вообще никак не показатель знаний, это конкретная русская рулеточка, много стресса, люди не высыпаются. Мне кажется, лучше отменить экзамен и сделать вступительные экзамены в самом вузе. Я тоже думаю, что ЕГЭ нужно отменить, потому что это какой-то стресс, и целый год ты страдаешь и думаешь, как сдать ЕГЭ. Подростки хотят умереть, повеситься, зарезаться. В принципе, оно как таковое не нужно, но при поступлении куда-то в вуз лучше, чтобы были проверки какие-нибудь начальные, чтобы вообще понять, может ли он дальше учиться или нет. Все-таки ЕГЭ нужно. Отбор же. Я думаю, что ты считаешь, что оно нужно. Я за то, чтобы ЕГЭ оставили, но при этом не усложняли его до степени того, что решит только супер-мега-пупер-вундеркид.
Ну, отбор же. Планируете ли вы вернуться работать на родину? А родина это Якутск или Россия? В Якутск. в Якутске. Я думаю, нет. Думаю, если я уеду, отучусь там, то там и останусь. Я тоже придерживаюсь этого мнения. Мне надо подумать, как ответить, потому что я, возможно, получу целевое. Можно это не вставлять? От этого зависит мое будущее. Нет. Старалась всегда учиться так, чтобы улететь отсюда. Ну, как мне кажется, в нашем городе не особо можно чего-то, большего так добиться. Надеюсь, нет. Думаю, Россия. Надеюсь, нет. Мы уедем. Аминь. Но в Якутске бы я не хотел остаться. Я тоже не хочу. Скажу, что не хочу, я останусь без целевого. Если скажу, что хочу, меня друзья засмеют. Я бы тоже отсюда уехал бы. Мне здесь не нравится погода. 6 месяцев в году зима, хочется куда-то в солнечный город. Тут мало возможностей. Да, я тоже так думаю. Ну, для меня другие города более перспективнее, кажется. Буду приезжать к родителям. Я хочу получить образование где-нибудь в центре, а потом вернуться, возможно, в Якутск за опытом в работе. И вообще у меня здесь вся моя семья, в принципе, поэтому я не вижу ничего плохого в том, чтобы сюда вернуться, отработать, вернуться и жить здесь дальше. Капец, я подлиза, я не могу. Стоит ли тратить на школу 11 лет своей жизни? Я бы лучше ушел после 9. Каждый сам будет решать, сколько ему учиться, но я не жалею то, что я осталась до 11 класса. Ну вот лично я, если бы ушла бы намного раньше, чем до 11 класса, я бы выпустилась конкретным ребенком, то есть вообще не понимая, чего он хочет сам, чего от него вообще хотят родители, почему вообще родители не отпускают его гулять до утра. Вот сейчас я готова к студенческой жизни, более-менее. Думаю, стоит. Обучаешься. Это лучшее время детства. Проводить его вместе с сверстниками. Все 11 лет это очень много. Можно как-нибудь провести это время более нужно. 9, например, лет достаточно было бы. Мне кажется, это важный социальный этап, важный. За эти 11 лет ты как-то взрослеешь, понимаешь, что тебе больше нужно, хочется. Я не знаю, я с ней согласен. Во сколько лет учитель должен уходить на пенсию? Лучше молодые, чтобы учителя были, потому что у них подход лучше. На пенсию, чтобы они уходили, примерно лет 40 можно, 45, так вот. Да, у нас вообще учителя старые. Когда, наверное, они, действительно очень старые, когда им тяжело просыпаться рано, приходить в школу. Мне кажется, самое идеальное, это, наверное, в 60, даже пораньше. Да. Они у нас такие. Есть такая маленькая ученица по КНРСЯ. А географичка тоже так. Да. Старые учителя тоже, кстати, с опытом, компетентны. Лет 55, думаю, время пенсии. Лет 50. Может, в 45. 40 лет учитель должен на пенсию уходить. Да. Потому что у них уже нервов не остается. Да и не только нервов, они уставшие уже учителя. Потому что это старое поколение, а сейчас нужны новое поколение учителей, молодые. В 40 лет на пенсию, и все. Интересно, наши учителя обидятся? Не покажем роликом. Вот. Ну а кто обидеться может? Людмила? Ничего. Она оценку занижала. Ладно. Всегда все индивидуально. Видно, что человек просто морально устал уже от своей профессии, и иногда хочется подойти, обнять и сказать: может, ты уйдешь на репетиторство, дорогая? Это почему? А бывают такие учителя, которые работают там очень-очень-очень долго, влюблены в свою работу все так же, шутят с детьми, при этом дают качественные, хорошие знания, хорошую базу, хороший фундамент. Поэтому, мне кажется, нужно чаще подходить к учителям, ученикам и говорить: мы вам еще нравимся, вы хотите точно с нами работать. И все. Какой был самый худший день в школе? Не знаю. У меня было много плохих дней. Сложный вопрос. У меня были просто сложные дни, когда много контрольных или еще что-то, а прям худших не было. Я думаю, самый худший, такой период был в школе, это в 10 классе, когда мы сидели на дистанции, это было вообще не круто. Самый худший день в школе. Любой день, когда у нас на 1-2 урока больше, чем у остальных, это очень обидно. У нас был одноклассник, и когда мы шли в столовую, он почему-то... это была хорошая девочка, она никого там не ябничала, и он просто решил ее с лестницы толкнуть, а она в это время просто падает и ломает себе руку. Но он потом ушел, мы все обрадовались. Хэллоуин, я не помню, какой класс. Мне мама сделала грим, и мне стало плохо, я в туалете проблевался. На всю жизнь запомнил. У меня был одноклассник в 3 классе. Я с ним что-то не поделил. Он меня толкнул, мы начали драться. Я ему в глаз влепил.
У меня не было худшего дня в школе. И, возможно, даже в какой-то части, когда у меня плохое настроение, я прихожу в школу, чтобы поднять настроение. Потому что там все мои близкие друзья, там, не знаю, атмосфера такая очень хорошая, такая добрая. Не знаю, у меня не было плохих дней в школе. Важен ли строгий родительский контроль за ребенком в школе? Мне кажется, нет. Потому что если ребенка постоянно контролировать, постоянно стоять над его душой и говорить: учись, 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 ты не добьешься того, ты не добьешься этого, мне кажется, это не очень хорошо. Такой ребенок, который сидит дома, все учит, 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 будет не особо большой круг общения и не сможет социализироваться как-то, не знаю, в мире. Где-то в начальных классах, потому что там дети совсем маленькие и без родительской помощи не смогут социализироваться в этом мире. Важен ли строгий контроль? Нет! Не важен. Следующий вопрос. До класса 5-6, мне кажется, нужен не строгий контроль, но просто следить за ребенком, говорить ему вот. А потом уже ребенок должен сам как-то идти, ну, чтобы его родители немножко направляли. Но строгий режим — это вообще, мне кажется, лишнее. Думаю, нужен. Они должны контролировать, чтобы он делал домашнее задание, не прогуливал уроки, потому что иначе может просто вырасти человек, который будет балованным, не сможет просто жить дальше во взрослой жизни. Родители должны помогать в учебе, интересоваться хотя бы чуть-чуть, но не должны типа прям заставлять тебя учиться. Они должны давать больше свободы ребенку. Строгий контроль не даст ничего хорошего в будущем. В настоящем, да, ваш ребенок никуда не пойдет, типа, все хорошо, он сидит дома, безопасно, вы за ним следите, казалось бы, все хорошо, на следующий день вы вместе завтракаете, и все, как вы еще думаете вы, но потом ребенок вырастает и такой: блин, нет, не хочу я больше со своими родителями общаться, собственно говоря. Поэтому строгий контроль — это плохо. Я за разговоры, активные разговоры между ребенком, родителями, бабушками, дедушками и вообще всеми. Стоит ли тратить на выпускной столько денег? Да. Да. Стоит, да? Ну да, стоит. Чтобы хорошо запомнить этот выпускной день. Чтобы он не казался печальным. Ну да, чтобы было весело. Это не то, на чем нужно экономить, потому что выпускной бывает один раз в году. Один раз в жизни. Один раз, потому что... Ладно. Ну, сколько подарили? Много? Ну да, 1020 с ребенка, либо 25, я не помню. Ну, мне кажется, стоит, но у нас выпускной был не очень, еда была невкусная. Потому что было жарко, было 34 градуса. Но вообще, кстати, это один раз в году. Ой, В один жизни? раз в жизни. Один раз в жизни выпускной, так что почему бы нет, в принципе. Один раз. Ну, мало ли. У нас был очень классный выпускной. Была сначала вечерняя программа, все очень красивые, нас так вкусно покормили, столько горячего. Потом у нас были танцы, потом у нас было 2 тортика. Если ученики привязались в школе, и это для них является чем-то больше, чем-то родным, это больше, чем место, куда ты ходишь просто каждый день, то на определенное на выпускной стоит много тратить денег. Рады ли вы, что начинается взрослая жизнь? Наоборот, грустно то, что мы закончили школу. Это очень жалко осознавать то, что сейчас все близкие друзья разлетятся, будут учиться по разным направлениям, жить в разных городах. И мне очень хочется это, конечно, терять, это время, но придется. Ну, это последнее беззаботное лето, потому что уже в сентябре или там в октябре надо уже будет поступать, учиться, некоторые работать идут. Армия еще. С одной стороны, да, все мы рады, что наконец-то имеем большую власть над своей жизнью в какой-то степени, наверное, кто-то из нас. Я не рада. Мне страшно немножко. Ну, так 50/50. Вроде начинается новая жизнь, но, с другой стороны, хочется оставаться в том, что окружало меня 11 лет, в обыденности, короче. Но страшно, но придется. У нас нет выбора другого. Ну, как сказать, рад, но я не сильно готов к ней. Я расстроен, что школьный аппарат прошла слишком быстро, можно сказать. Ну, думаю, адаптируюсь. Очень часто лежишь такой, думаешь: вот, я скоро поступлю, скоро уеду, вот как хорошо. А потом такой: а каким образом размножается стиральный порошок? Интересно, круто, но не хочется. Спорный момент есть такой. Ты еще и ребенок, ну и уже и в взрослую жизнь вступаешь. Как бы охота еще немножко повеселиться с друзьями, там погулять. А тут уже нужно поступать и уезжать. Кем вы видите себя в возрасте своих родителей? Так, в возрасте своих родителей, то есть 46. А, нет, 44, что ли? Я забыла. Если я скажу неправильно... У тебя мама будет смотреть. Да. Ладно, наверное, 44, где-то так. Моей маме 18. С каким я себя вижу 18? Надеюсь, я буду сидеть где-нибудь на своей вилле и отдыхать. Аминь. Я не знаю.
Я хочу, чтобы у меня была собака. Вижу себя каким-нибудь крутым адвокатом, который катается на крутой машине и живет в крутом доме, без детей пока что. Я вижу себя миллионером, программистом, владельцем какой-то солидной компании. Каким-нибудь инженером, либо архитектором. В 40 лет, ну, в возрасте своих родителей, я вижу себя. И я надеюсь, что у меня будет своя семья, у меня все будет хорошо. Но я вижу себя руководителем какой-нибудь сети частных клиник, стоматологии, возможно, что-то связано с косметологией. Возможно, министром здравоохранения Российской Федерации. Быть независимой, сильной, современной женщиной 21 века. Я вижу себя... Бум-бум. Я еще, кстати, не нашел себя, но думаю, что буду хорошим человеком. Что вы пожелаете будущим и нынешним выпускникам? Я желаю будущим и нынешним выпускникам Уходи с 9 класса. А те, кто уже в 10 и в 11, готовьтесь к экзаменам. Выбирайте вузы, смотрите, куда вы будете поступать. Уже выбирайте профессии. Много терпения, больше сил, отстаивайте какие-то свои желания перед родителями, учителями и прочее, прочее. Развиваться, готовиться к экзаменам, потому что на это сейчас есть время. Много не гулять. Да ладно, просто развиваться — это реально важно. И готовиться к экзаменам. Не бояться делать то, чего боятся делать другие. найти себя в жизни, не филонить и учиться. Хотя бы за 4 месяца до ЕГЭ. Начать уже готовиться хотя бы в середине 10 класса. ЕГЭ. У кого есть деньги, они могут смотреть вебинары. Это очень помогает сильно. Терпение и не бойтесь экзаменов, готовьтесь. Вот. Главное готовиться, и тогда все обязательно получится. Лучше готовиться, чем играть в компьютерные игры. И гулять на улице. Вот. Больше слушать себя, потому что кроме вас самих никто не знает, что будет лучше для вас. Ну, тупо ответили. Это нормально. Ну ладно. Во сколько лет я пришла сюда в первый раз? 14? А мне сейчас 17, 3 года снимаюсь, получается. Капец! Ну, я надеюсь, я теперь не желтая в кадре буду, да? Подписывайтесь на мой инстаграм. Я зовут Инесса. И в ВК добавляйтесь. Бравина Инесса. Подписывайтесь на канал и подписывайтесь на нас в инстаграме. У меня есть Twitch, но вы его не найдете, я вам не скажу. Потому что я только начал стримить. Я вам скину. В общем, подписывайтесь на Инстаграм, там будет ссылка внизу в описании. Сделайте красную кнопку серой. Ставьте колокольчик на канал.